Так, всем привет! Сейчас поедем в поселок Яснок со стороны Сыктывкара через так называемую хозяйку. А прежде чем приступить к просмотру, обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик и включите себе уведомления и палец вверх. Так, проехали табличку, там был указатель, что до Яснога 11 километров. Ну, примерно так и есть, плюс-минус. Но если ехать вот по этой дороге, минуя дорогу через село Ип, то, насколько я помню, срезается порядка 6 километров. Вот, эту съемку я производил 23 марта 2023 года. Вот. Ну, дорога такая, ничего, терпимая. Конечно, были уже оттепели, дожди, но потом опять, конечно, наступили морозцы. Сейчас едем уже по подмороженной дороге. Дорога вроде бы ничего, ну, терпимо, по крайней мере, можно потерпеть. Судя всему, какое начало, я думаю, такое же будет и продолжение. Вот. Впереди видно, лесовозы грузятся. Этим пользуются, конечно, лесозаготовители, потому что дорога рядом. Лес, видно, предоставляет им для вырубки у дороги, и вот они этим моментом пользуются. И много лет уже валят лес этот по сторонам, что справа, что слева. Ну, в итоге там оказывается манипулятор, который грузил лесовоз. Он при виде транспортного средства снимал лапы и отъезжал в сторону, пропускал. Вот, вот видите, справа тоже видно, что лес вырублен. Раньше был это сплошняковый лес. Сейчас выруба. На протяжении многих лет рубят лесы слева и справа. А сейчас мы подъехали к переправе, к мосту через реку Сысово. Со стороны Сыктывкара, повторяю, да, едем в поселок Яснок. Мост хороший, добротный, поставили его несколько лет назад, чему рады все жители, не только, наверное, поселка, и всех грибников, ягодников, охотников и рыбаков, которые посещают данный поселок. Проезд бесплатный по состоянию на 23 год, на весну 23 года. Вот, слева видим, там, не знаю, видно нет, но видно деревянные строения небольшие, прямо из-под льда это делают. Каждый год здесь делают купель на крещение, и люди купаются, освещаются, в общем, купаются в проруби. Мост хороший, добротный, здесь существует, как сказать, постоянная уборка, есть дежурный рабочий, там вот балок стоит на берегу, такой видно, с жестью обитый, оцинковкой. Да и балок они там, как сказать, останавливаются на свое рабочее время. Вот он впереди нас. Слева я сейчас покажу, будет старый советский паром, если кто помнит, на тросах его перетягивали с одного берега на другой. Вот я чуть преувеличил. Вот он так и стоит. Не знаю, почему его никуда не утилизируют. Ну, может быть, пусть как музей стоит. Справа тут есть буранка. Люди зимой и летом ходят туда на рыбалку, на озера. Вот слева этот балок у дежурных работников. Они делают очистку моста, производят, там, я видел, лопатами съезды-заезды. Ну и контролируют, чтобы большие грузы не заезжали на мост, иначе были моменты, когда мост поставили, лесовозы даже проезжали. Но если тут лесовозы пустить, дорога, мост долго не продержится, конечно же. Вот отъехали от моста примерно метров 300-400, и вот в прошлом году, в 22 году, вот буквально метров через 150, кто-то снимал тоже видео, где-то есть, на автомобиле ехал. Где-то, наверное, был май месяц, но снега уже не было, бежал медведь по дороге прямо. Определенное время бежал, прямо впереди машины, но потом свернул в лес, вот примерно на уровне вот этого столба справа, и потом вправо убежал. Ну, если получается сейчас по ходу движения, то влево. Так, ну дорога ничего, такая терпимая. Сейчас метров через 100 будет слева Пырымват. Кто помнит, тот знает. Там обычно всегда купались и дети, и взрослые. Начинался купальный сезон там чуть ли не в мае. Вот, по весне этот Пырымват соединяется с Сысолой, конечно. Рыбаки этим пользуются. Вот, ну, насколько я помню, наверное, с 98 года или с 97 года, наверное, да, с 97
Здесь больше никто не купается. Был трагический случай. Вот. И, ну, никто. По крайней мере, я не слышал такого. Вот. Ну, зимой вот тут слева есть буранка, скорее всего. Да, есть вот на снегоходах, на мотособаках. Люди ездят туда на рыбалку. Ну, буквально вот 50 метров отсюда. И тропиночка вот уходила влево вот, на Парымват, там, где купались обычно летом. Ну, дорога так, нормальная, терпимая, ездить можно. Бывает и намного хуже. Видно, что чистили, видно, что контролируют дорогу. И, кстати, в прошлом году, в 2022 году, был запрет на въезд в поселок Пазика городского транспорта. Из-за того, что перепад большой. Вот сейчас я по левой стороне ехал. Сейчас по левой стороне, где я еду, там бетонная дорога. Она еще с советских времен, бетонка лежит. И у нее большой перепад вот по отношению к правой части дороги. Был большой перепад, поэтому автоинспекция запрещала проезд пассажирского транспорта. Не знаю почему, всю жизнь люди ездили. Теперь вдруг стало опасно. Ну, благодаря, конечно, администрации Ясновского сельсовета, администрации Садинского района, вроде как нашлись деньги, средства. И старались отсыпать дорогу, выравнивать. И, насколько я знаю, что у них это получилось. Вот впереди будет участок, они даже зимой отсыпали эту дорогу. Даже будет видно сейчас песок. И вот скажу по состоянию на сегодня, вот я монтирую видео в мае. Автобус уже городской Пазик, ну небольшой автобус, но Пазик, ну ездит уже, насколько я знаю, прям до поселка. Вот там плюс небольшая дополнительная плата. Ну ничего, это лучше, чем ходить пешком или с кем-то договариваться, чтобы тебя встретили, отвезли, увезли. Вот есть, конечно, довольные, есть и недовольные, как и всегда. Вот этот участок как раз, это, наверное, скорее всего зимой его отсыпали тут, потому что, ну видно, что вот даже видно, что вровень все с левой частью, с бетонной. Все ровненько. Конечно, все мечтают, когда тут будет асфальт, но скорее всего никогда не будет. Вот, ну пусть мечтают. Мечтать не вредно. Вот сейчас проедем метров 300 и будет бывшая заправочная станция. Когда-то там, когда гремел, бушевал леспромхоз, там заправлялась вся техника. Также там мог заправиться любой житель, наверное, не только поселка Яснок, и Поинги, и Кемяра, хотя, может быть, даже у них там были свои заправочные станции, вот я даже не знаю, не помню. Вот, но я по себе знаю, что можно было прийти в леспромхоз, выписать себе там, ну, грубо говоря, 20 литров бензина, взять квитанцию, приехать на мотоцикле и заправить себе в канистру этот бензин. 76-го бензина, помню, тогда заправляли. Вот справа сейчас вот это будет место, но уже лет 20, наверное, точно уже тут нету. В 2002 году еще была заправка, а сейчас вот растят сосенки, даже ничего не скажешь, по видимому образу, что тут что-то когда-то было. Оттуда была заправка. Сейчас ее нет. Еще, наверное, лет 20, и тут уже будет сосны очень-очень высокие. Ну ладно, что было, то было. Сейчас вот проедем 100 метров, будет поворот на Поингу, ну такая объездная, минуя Яснок. Она идет в сторону Поинги, там и на Делянке, в советские времена, где лес валили. Вот, вот она, дорога пошла на Поингу направо. А вот табличка въезд Яснок. Обновили ее. И там, видимо, какой-то, наверное, свой герб какой-то ясновский. Медведь, лиса. Таежные звери, в общем. Вот. Направо там лесозаготовители, насколько я понимаю, чистят дорогу. Вот. Мы поедем сейчас налево, в поселок Яснок. Этот вот мост тоже через ручей Яснок тоже несколько лет назад полностью был восстановлен, не восстановлен, а отремонтирован, новый, насколько я знаю, новый был построен. Ну, правда, не там, по-моему, не железобетонные конструкции, вроде бы деревянные, ну, точно не буду врать, ну, где-то так. Прямо дорога, это тоже можно напрямую в объезд Яснога уехать на Кемьяр, но там сейчас пилорамы. Ну, были пилорамы, сейчас, насколько я знаю, одна пилорама.
Вот. Мы поедем направо, поселок Ясно. По правую руку тут было тоже, насколько я помню, прачечная или что-то такое, но ее в прошлом году вроде бы снесли, и весь кирпичный бой увезли вот на дорогу, где были плохие участки, где делали перепады. Чуть дальше по правую сторону это был гараж леспромхозовский. Потом там построили вот это здание, это уже не знаю, конечно, там были диспетчера, что-то я слышал, что в одно время там кто-то жил, приезжие работники какие-то, или что вот это серое здание справа. Ну, не знаю, точно не буду врать. Кто знает, пишите в комментариях. Вот там дальше по правую сторону будет сейчас синее здание. Это здание МЧС. Сейчас там такой хороший пункт МЧС. Постоянно дежурят работники, техника есть. Как бы, ну, не то, что, как говорится, было в другие времена прошлые. Вот чуть далее, метров 100 слева, видите, вот елочки такие высокие. И, кстати, в 23 году, с 22 на 23 год, главная елка Республики Коми в городе Сыктывкар была вырублена именно вот здесь вот. Чтобы посмотреть на эту елочку, я оставлю, наверное, ссылочку внизу под описанием к этому видео. Посмотрите, там много елок, ну, будет елка и та же главная. Посмотрите, какая она была. Вот. Некоторых домов уже, конечно, нету. Видимо, посносили, разобрали. Ветхое жилье, наверное, было. Ну, как-то вот так вот. Что жизнь не стоит на месте, что-то ломается, что-то строится. Вот. Ну, дорогу видно, что таяло, видно, прочистили. Потому что сейчас вот почти практически до земли прочищена дорога. Так что, если сейчас растает, уже не будет какой-то беспроездной дороги. Уже будет чистый песок. Вот тут идет развилочка на улицу Пионерская. Это, насколько я помню, Кирова дорога. Вот. Мы уходим направо, как едет городской автобус. И вот сейчас буквально проеду метров 100 по правую сторону, там за домом. Там, ну, кто помнит, тот знает, было здание леспромхоза. Такое двухэтажное деревянное здание. Оно тоже, кстати, сгорело несколько лет назад. Вот он за этим зданием, ну, за этим домом, вот, ну, его просто не видно, оно сгорело. Сгорело здание леспромхоза, говорят, старая проводка, старое здание. Ну, насколько я знаю слухи, точной информации не владею, почему сгорело. Вот, чуть левее видно вышка, поставили тоже пару лет назад, наверное, может, в 21-20 году. Вышки поставили две, по-моему, две в Ясноге. И сейчас связь, мобильная, интернет в Ясноге безупречная просто. Просто даже некоторые в шоке, как может быть такая связь, когда ее тут не было. Слева там же за этой вышкой, вот видите, серебристые крыши. Это бывшая пекарня, она, конечно, чуть реставрирована уже, но она до сих пор действует. Хлеб также пекут в печах кирпичных и очень-очень вкусный, как и когда-то он был. Пока идешь домой, полбуханочки обязательно съешь. Слева вот также здесь, кто помнит, был интернат деревянный, тоже его разобрали уже много лет уже назад, даже полностью разобрали. И рядом вот построили вот здание, это стоит вот такое, не знаю, какой цвет, оранжевый или какой не оранжевый, уже выцвел. Это магазин, продуктовый магазин, ну, работает, люди пользуются. Вот впереди вот видно еще чуть правее тоже вышка стоит мобильная. И стоит рядом ФАП, фельдшерско-акушерский пункт. Это новый ФАП, тоже, наверное, года 2 ему, наверное. Вот, старая больница закрыта. Вот. И автобус городской доезжает оттуда. Вот он здесь разворачивается и потом едет в обратную сторону. Вот так вот. Кому понравилось это видео, обязательно подпишитесь, поставьте палец вверх. Вот. И впереди чуть правее будет бывшая больница. Она стоит, но она уже не действующая. Спасибо всем за внимание.